Избирательный участок 302 встречает голосующих весело. Здесь никаких длинных очередей и столпотворений. Ведь общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны в условиях пандемии проходит в течение недели, а не один день, как обычно. Еще одно нововведение. Если же раньше избиратели проверяли только стражу порядка, то сейчас к членам комиссии не пройдешь без тщательной проверки волонтеров. В эту проверку входит не только измерение температуры, но и обработка рук средством, а помимо маски вручают еще перчатки и индивидуальную ручку. Как признаются сами волонтеры, пока что все избиратели охотно соблюдают санитарные требования. Дезинфицирующие средства все есть, индивидуальные ручки, маски, перчатки. И им нравится, когда мы меряем температуру, проверяем температуру, маски когда выдаем. Ну и одноразовые ручки с собой они уносят домой. Фатима Богатырева пришла на избирательный участок со своей дочкой. Обработав руки, надев маски, вместе отправляются определять будущее страны. У Фатимы 4 детей. Прежде чем прийти на голосование, ознакомилась с предлагаемыми поправками. И даже одну из них выделила для себя, как для многодетной мамы и семейного человека. Я в большей степени за поправку, которая касается семьи и детей. Все процедуры голосования маленькая Марина с важным видом проходит вместе с мамой, ведь это первое ее участие в таком мероприятии. Когда я вырасту, я тоже буду ходить и голосовать. Свой гражданский долг исполняет и председатель правительства Ингушетии. А есть рецепт? Ага. Все равно, да? Да. Так, давление. Сейчас. Температура. 36. Ну, слава Богу. Владимир Сластенин отметил исключительную значимость поправок в жизни страны и подрастающего поколения. Ну, быть добру. Все, спасибо. Еще один родитель прививает гражданскую ответственность своему чаду уже с детства. Житель Магаса Тимирлан Аушев голосует вместе с сыном Хамзатом. Чтобы снизить риски заражения, паспорт показывает на расстоянии. Возраст маленького Хамзата не позволяет пока ставить галочку в бюллетене, а вот опустить его в избирательную урну вместе с отцом ничего не помешало. Официально действующая Конституция вступила в силу с 1993 года. С тех пор никакие изменения в основной закон государства не вносились. Россияне уверены, все предложенные поправки актуальны на сегодняшний день. И необходимость их внести в Конституцию страны назрела давно. На избирательном участке зарегистрировано более 1700 избирателей. УИК полностью оснащен необходимым оборудованием и средствами защиты для процесса голосования. В рамках избирательного процесса руководство лицея, на базе которого развернут 302-й УИК, провели конкурс рисунков для учащихся. Сменяя друг друга, здесь работают 8 членов комиссии. Они тоже не пренебрегают требованиями Роспотребнадзора и пользуются средствами защиты. Так берегут не только свое здоровье, но и избирателей. Также на участке предусмотрели комнату матери и ребенка, есть место для намаза и полностью оснащенный медицинский кабинет. Избирателями и комиссией создана такая безопасная дистанция для того, чтобы обезопасить и избирателей, и членов комиссии. Также предусмотрен маршрут, вход и выход отдельно, для того, чтобы избиратели не пересекались друг с другом. Чтобы голосование прошло без эксцессов, следят наблюдатели от Общественной палаты. В этом году их функции возросли. Сейчас они контролируют не только процесс голосования, но и соблюдение мер санитарной безопасности. Конечно же, приходится делать такие вот небольшие замечания, такие как, например, не переступать красную линию или не забыть взять одноразовую ручку. Но в основном все меры безопасности соблюдаются как голосующими, так и комиссией. Если военные не идут на участок, то участок идет к ним. Члены комиссии УИКа 303 проводят выездное голосование для временной оперативной группы МВД России в Ингушетии. Для проведения общероссийского голосования на территории организации все подготовлено. Переносная урна с собой, кабину для сохранения тайны голосования тоже предусмотрели. Члены комиссии в полной экипировке, защитные халаты, маски, экраны. Меры предосторожности соблюдают и избиратели. Им также измеряют температуру, выдают индивидуальную ручку. А на 301-м избирательном участке в Магасе голосует сегодня заместитель председателя Народного собрания Ингушетии Василий Светличный. Для меня особенно важно она оказалась с тех позиций, что я служил в погранвойсках. Это граница, это охрана территории, это целостность государства.
И тот, кто хотя бы раз ступил, в общем-то, на сопредельную территорию и посмотрел, как она охраняется, это очень важный момент. И это входит в твою в плоть и в кровь. Защита своей страны, защита своих рубежей. Поэтому вот эта статья 67, в которой будет внесена эта поправка, вот очень меня одушевляет. Всего на территории Магаса 4 избирательных участка. Председатели УИКа в целом довольны явкой. Главным и последним днем общероссийского голосования станет 1 июля. В этот же день начнется подсчет голосов. Такая процедура проходит на всех участках сразу после их закрытия в 20 часов. Согласно закону, подсчет голосов не должен длиться более 5 дней. Диана Дударова, Рамзан Зурабов. Новости 24.